Ольга Лазаревна, расскажите, пожалуйста, как вас судьба привела в театр? Это был ваш осознанный выбор или выбор родителей? Конечно же, никто не думал тогда, в 90-е годы, что будет актерское отделение, что будет театр. Я училась, как все школьники, ходила в музыкальную школу, танцевальный коллектив, хор Александр Соснов вел у нас и театральные кружки. И вот однажды встречается Салдушкин, Виталий Салдушкин, и говорит: открывается актерское отделение. И Ольга говорит: тебе обязательно нужно поступить на актерское отделение. Набирается курс, и собираемся в 9:00 в Белом доме и едем целенаправленно поступать в музыкальное училище. Я прибегаю, можно сказать, к 9:00 к Белому дому, никого нет. Уже приближается время, никого нет. Что же делать? Я тут испугалась, что я останусь. Взяла и поехала сама в музыкальное училище, в Йошкар-Олу, а там идет экзамен. Захожу, начинаю сдавать экзамены, петь, танцевать. И говорят: простите, а вы откуда? Я говорю: из Горно-Марийского района. Мы приехали вот поступать. Подожди, подожди, говорят мне, ваши еще не приехали. Подожди, дождись своих, и будешь уже со всеми сдавать экзамен. Вот так интересно я поступала на актерское отделение. Но еще хочу сказать, я училась в музыкальной школе, и тогда я даже не думала, я всегда думала, что я буду преподавателем музыки. Поступала в Нижегородское хоровое отделение, тоже так же поехала в Йошкар-Олу. А у меня не хватало музыкального образования, 3 класса всего по классу гусли, тоже сдаю, и нас набрали уже определенное количество. И тут получается такое, собеседование только осталось, и мне говорят: Ольга, вы очень музыкальная, но, говорит, у вас не хватает музыкального образования, надо 5 классов. И говорят: к сожалению, надо год еще учиться, или вы можете поступить в колледж культуры. Я тогда подумала: колледж культуры? Да что я? Я хочу в музыкальном училище учиться, Нижегородское хоровое отделение. Тогда оскорбилась и уехала обратно. И уже училась в этнографическом классе. Тогда специально открывали этнографический класс. Вот мне очень нравилось. И вот судьба столкнула меня с Виталием Салдушкиным. И тот день решил для меня все. И я поступаю в актерское отделение. И уже вот 30 лет я служу театру. И тогда, конечно, никто не думал, что я буду режиссером. Открывали театр с постановкой Тарвада. Я была тогда в главной роли, играла Катяри. И Людмила Атласкина тоже была в главной роли, она играла положительную роль. И судьба так сложится, и что мы будем руководителями театра, кто бы знал. Когда вы учились, Горно-Марийский театр уже существовал, и Вот я уже говорила, да, что мы первые были при открытии театра, и нас целенаправленно набирали курс. И Иванов Сергей Иванович тогда был преподавателем. И мы были тогда несмышленные, маленькие такие. И вот, и 30 лет уже в театре. то есть вы изначально знали, что, закончив
актерское отделение, вы сразу же попадете в Гардемарийский театр. Да, об этом и речи не было. Мы всей группой приехали. Ой, как было студенческие годы. Нас возили специальным автобусом, вот актерское отделение. Такие привилегии были. Разве в те года, 90-е годы, возили кого-то домой, допустим, автобусом, нам давали какие-то талончики. Мы жили, не тужили, это 90-е годы. Конечно, жизнь потом изменилась, и тяжелые года наступили, но вот это чувство, стремление к познанию всегда было. Я никогда не могла, допустим, прогулять какую-нибудь пару. Всегда была правильной какой-то, я не знаю, ненормальной. Кстати, нормальные разве в театре работают? Это немножко все с какими-то тараканами в голове, наверное. Очень энтузиасты такие. Нас очень любили, когда мы приехали. Если сейчас вспомните, да, окунуться в те года, какой у нас был уровень. Но нас так любили зрители, это можно вспомнить. А скажите, на должности актрисы долго вы пробыли, когда вы стали художественным руководителем? И был ли еще какой-то промежуточный этап? Но в то время, я помню, уже другие поступали в Казанский университет, актерское закончили. А я все думала, а когда же я, вроде и дети, и семья, но это надо было все как-то совмещать. А потом открывается при университете режиссерское отделение, и мне говорят, предложили режиссерское отделение быть режиссером, как бы даже в мечтах не было. Мы поступали для того, чтобы получить высшее образование, но я никогда не думала, что режиссерская работа это так влечет, это так окунает тебя в мир искусства. Я просто полюбила режиссуру. То есть после окончания режиссерского отделения вы сразу стали главным режиссером театра? Как? Я была студенткой и заканчивала последний курс, и мне вызывают и говорят, мы вот предлагаем тебе стать режиссером, главным режиссером, попробовать исполняющий обязанности главного режиссера. Я немножко была опешена. Вызвали руководителя курса министерства и сказали, Искоскина справится? Там сказали, справится. И я попробовала, и тогда, можно сказать, было доказательство, могу ли я. Первая моя работа – это Робер Тома «8 любящих женщин». Я взяла сразу такое произведение. Детективы у нас не ставились, тем более французский детектив. И вот я, будучи студентом уже и только вступив на должность главного режиссера, я осмеливаюсь взять этот спектакль и выставить на фестивале «Шкарлата» театральная. И сразу получаю лауреатство. Спектакль очень понравился. И я подумала, а почему бы и нет? И до сих пор я главный режиссер уже, получается, 11 лет. Что для вас театр? Театр – это для меня все. Я живу этим. Я попадаю, если вот сегодня, да, захожу, я вчера была вместе с актерами на выезде, 3 спектакля сыграли. Я уже скучаю по этим стенам.
И я захожу и говорю: здравствуй, мой любимый театр. И вот я так захожу периодически уже столько лет. Откуда вы берете силы? Вы ведь не выгораете, и сколько я вас знаю, вы всегда с энтузиазмом подходите ко всему, с этим открытым сердцем и широко распахнутыми глазами. Откуда? Откуда столько сил? Я не знаю, а, когда я попадаю в театр, я с актерами, я репетирую, я вся в этих постановках. Но когда я домой прихожу, мыслительный процесс начинается, ты начинаешь думать, анализировать репетиции, потом перед сном ты все это продумываешь. Ночью хорошо, и если это во сне не приходит, утром встаешь и думаешь. Иногда я подхожу к окну, смотрю на берег Волги, смотрю, и вот как-то вдохновение, что ли, приходит от природы, от нашего края, что ли. Я не знаю, что мы можно было поставить. Вот, кстати, о какой постановке мечтает главный режиссер Ольга Искоскина? Если посмотреть все мои постановки за последние года, за последние 10 лет, это моя судьба, если вы, зритель мой, заметили. У вас уже и так очень высокая планка по постановкам. А дальше, выше что? Не знаю, вот читать надо. Читаешь, всегда режиссеру надо читать. Что-то зацепило, а потом это уже думать начинаешь, как это осуществить. А актриса Ольга Искоскина мечтает о какой-то роли? Ой, если так подумать, кого я только не играла. Если посмотреть даже этого Савика, да, это 95-й год. Какая я была маленькая девочка, мальчика сыграла, парик на меня нацепили. Смотрю себя, боже мой, да я же на девочку-то вообще не похожа. А потом, конечно, яркие роли, сочные роли начали появляться. Я не могу сказать, что я как-то обделена какими-то ролями, да. Очень разноплановые роли были. Ну, я бы, конечно же, Васу Железного сыграла бы, Горько. Мне кажется, это идеальное попадание в яблочко будет. Ваши пожелания Горномарийскому театру? Процветание. Еще раз процветание. Так люблю наших актеров. Почему? Потому что хоть где они играют, в какой-то деревеньке или в каком-нибудь городе в большом, да, наши актеры играют как будто в последний раз. А про меня говорят, как один из критиков сказала, до мозга костей, преданная своему Горномарийску. И я надеюсь, это будет так, что я буду жить театром и также любить всегда свой Горномарийский театр.